Интернет, изобретенный в свое время как средство коммуникации военных, настолько прочно вошел в повседневную жизнь всего человечества, что современное информационное пространство без него попросту немыслимо. Разумеется, не обошлось сие явление и Чеченскую республику, и чеченцев. В настоящее время, в том числе и для нас с вами, интернет наряду с телефонной и сотовой связью стал одним из основных средств общения, а вопросы информационного характера вообще средство номер один. Учитывая все более растущую роль мировой глобальной сети и то, что сегмент, условно называемый чеченским, или говоря языком программным Ченета, было решено проводить конкурс «Золотой сайт Ченета». Идея создания подобного конкурса созрела в недрах Чеченского министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации. Войнахская диаспора, вследствие известных нам событий, разбросана по всей Европе, скажем, по странам СНГ, да и по России. И вот не было такого объединяющего и начала, чтобы можно было сказать, что вот есть Ченет как единая составляющая, скажем, чеченского интернет-пространства. И вот отсюда и появилась сама идея организации конкурса, который бы мог в какой-то мере, хотя бы в какой-то мере объединить все эти ресурсы, сформировать какие-то единые цели, какие-то единые задачи, чтобы администраторы ресурсов получили какую-то реальную, ощутимую помощь и поддержку со стороны органов власти Чеченской республики, да и вообще перезнакомились между собой, чтобы пошли взаимоконтакты, которые естественным образом могли бы сказаться и на качестве самих информационных ресурсов. Целями конкурса были сбор и представление информации для потребителей республиканского интернет-ресурсов, сервисов и услуг, повышение привлекательности чеченского сегмента интернет для инвесторов и рекламодателей, развитие и популяризация чеченского информационного ресурса и сервисов, расположенных на территории республики и за ее пределами, стимулирование внедрения современных сетевых технологий в различные отрасли народного хозяйства, образования и бизнеса, расширение сотрудничества между Чеченской республикой и чеченскими диаспорами. А самое главное, как считают организаторы конкурса, он служит национальной консолидации чеченского общества, отдельных его общин и групп, оказавшихся за рубежом по воле известных обстоятельств. Я бы обозначил несколько таких маленьких пунктов, которые могли бы составить, скажем, такую идеологическую составляющую. Это, во-первых, значит, это выработка, скажем, определенной единой информационной составляющей всех чеченских веб-ресурсов. То есть мы ставим перед собой задачу довести до администраторов этих ресурсов, что появление своего веб-проекта – это не самоцель. Эти веб-проекты должны пропагандировать нашу культуру, нашу историю, показать, скажем, те позитивные изменения, которые происходят в республике. Конкурсные работы оцениваются в 7 номинациях. Итоги первого конкурса интернет-ресурсов «Золотой сайт Ченета-2009» были подведены в марте 2010-го. Так, лучшим веб-ресурсом органов власти по итогам конкурса стал сайт Министерства культуры Чеченской Республики. Лучший информационный сайт «Электронная Чечня». Лучший развлекательный проект «Талец Гулан», кстати, базирующийся в Голландии. Лучший персональный сайт или блог «Город Грозный. Прошлое, настоящее, будущее». Лучший мультимедийный ресурс «Войнахский видеопортал Вайтуб». Лучший общественно важный интернет-проект сайт регионального общественного фонда имени Ахмад Хаджи Кадырова, а лучшее дизайнерское решение интернет-проекта студия дизайна WebLab. В связи с тем, что было большое количество достойных конкурсантов, решением жюри конкурса и его председателя, министра Чеченской Республики по внешним связям, национальной политике, печати и информации Шамсаева Салалиева было учреждено сразу 2 гран-при. Их обладателями стали 2 интернет-ресурса – Войнахский видеопортал Вайтуб и Электронная Чечня. Первое появление чеченского сегмента в сети интернет, и когда казалось здесь полная анонимность,
полная вседозволенность. Этот период прошел. То есть, иначе говоря, мы из детского возраста, скажем, в интернете перебрались, скажем, уже несколько в другую категорию, ну, скажем, в такой подростковый уровень. В этом году, как ожидают организаторы, количество конкурсантов возрастет. Расширится и география представленных работ. В конкурсе может участвовать практически любой проект, в котором так или иначе освещается тема Чечни и Чеченской республики, его прошлого, настоящего и будущего. Это может быть проект любого жанра, скажем, информационного, развлекательного, мультимедийного, какого-нибудь сервисного плана. То есть мы здесь никаких ограничений не даем. Но если говорить о географии, вот по опыту прошлого года, у нас были ресурсы Соединенных Штатов Америки, с Франции, с Бельгии, с Казахстана. Ну вот взять хотя бы победителей прошлого года. Национальный видеохостинг в YouTube. Администраторы дислоцируются в Бельгии. Сервисная сеть и Чечня электронная. Сам администратор живет и работает в Северной Осетии. Вот уже даже по этим пунктам видно. Конечно же, следует помнить, что Чинет представлен не только информационными, историческими или развлекательными ресурсами. Немало и откровенно провокационных сайтов, пропагандирующих экстремизм, национальную и религиозную рознь и прочую лабуду. Конкурс послужил еще одной целью, а именно обличению того потока лжи, который льется на республику со страниц подобных ресурсов. И сейчас наблюдается устойчивая тенденция к тому, что подобные ресурсы верно и стабильно теряют свой электорат. Прием заявок от участников уже второго по счету конкурса «Золотой сайт Чинета» продлится до 1 февраля будущего года. Итоги будут подведены в марте. Конкурс стал традиционным. Те позитивные преобразования, которые переживает Чеченская республика, распространяются и в виртуальном пространстве. Проигравших здесь нет, так как каждый проект найдет новых друзей, коллег и клиентов. Главное достижение – объединение чеченских веб-мастеров в единое сообщество, создание единой веб-карты чеченского сегмента сети интернет. И самое главное, что в глобальной паутине Чинет существует, и у него прекрасное будущее.